Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня – переговоры в Минске. Участники конфликта и международные посредники пытаются урегулировать ситуацию. Донецк обстрелян в очередной раз, есть жертвы. Рабство 21 века, борьба с торговлей людьми в США. Начнем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Последний шанс. Нормандская четверка ищет в Минске компромисс по Украине. Если же лидеры Германии, Франции, России и Украины не договорятся, по мнению Франсуа Олланда, дело может закончиться полномасштабной войной. О целях Владимира Путина на встрече в Минске смотрите далее в нашей программе. В случае провала белорусского саммита Петр Порошенко анонсировал введение военного положения в Украине. У меня цитата. «Не буду задерживаться с этим решением, если действия агрессора приведут к дальнейшей эскалации». Правда, вот что Киев посчитает очередной эскалацией, непонятно. Ясно одно. Сегодня на Донбассе, как и вчера, новые жертвы, в том числе среди мирного населения. Утро в Донецке началось со взрывов. Снаряды попали на перрон автостанции и территорию проходной Донецкого металлургического завода. Погибли по меньшей мере 6 человек, много раненых. Я не думал, что это вот здесь, прям в центре города. Это же самая такая вот, насыщенная автостанция. Здесь куча автобусов во все районы города. Она самая связующая. И здесь столько народу утром. Я сам каждое утро сюда хожу на 80-й автобус. Но это вообще уму непостижимо, что столько людей бьют прям в центре города. Понимаете? Это же вообще, уже слов просто нет. Отмечу, боевики, так называемые ДНР, свою вину в обстрелах отрицают, традиционно называя происходящее провокацией. Жители Краматорска Донецкой области, где еще недавно было относительно спокойно, пытаются оправиться после вчерашнего обстрела мирных кварталов. Обследовав места поражений, миссия ОБСЕ заключила, выпущенные снаряды – это 300-миллиметровые боеприпасы установок «Смерч» или «Торнадо». Кремль неоднократно заявлял, напомню, сепаратисты на Донбассе воюют своим оружием. В каких украинских магазинах можно купить «Смерч» и «Торнадо» неизвестно. О ситуации в городе мой коллега Александр Касаткин. Во вторник утром город Краматорск, контролируемый украинскими военными, подвергся артиллерийскому обстрелу. Погибшими числятся по меньшей мере 7 человек. Еще 58, в том числе 5 детей, получили ранения. Мы начали детей собирать до кучи, начали рассказывать им сказки, что это, ой, ребята, гром среди зимы, ой, скоро лето, скоро это гром. А дети ж понимают уже, наших детей уже не проведешь, они кричали. Мы их еле спустили со второго этажа, мы не знали, что делать. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что удар был нанесен по штабу сил АТО со стороны подконтрольной ополченцам Горловки. По его словам, обстрел велся из реактивных установок «Торнадо». Снаряды разорвались на аэродроме и в частном секторе на окраине Краматорска. Вечером Порошенко прибыл в Краматорск и встретился с ранеными в больнице. Украинский президент вместе с международными наблюдателями осмотрел и места попадания снарядов. Люди живут в домах, где нет никаких военных объектов. Это в 50 километрах от линии фронта. А пророссийские террористы атакуют мирных жителей Краматорска. Это неприемлемо. Такие преступления не должны оставаться безнаказанными. Мы требуем немедленного безоговорочного прекращения огня, отвода войск и закрытия границы, и вывода всех иностранных частей с территории Украины. Некоторые снаряды не разорвались и остались торчать из земли. Я думал, самолеты сперва. Оно такое ощущение, как самолеты. Думаю, мы самолеты стреляют. Сейчас я поднял вверх, думаю, а потом то, что увидел, это самое. И бабахало, минут, наверное, 10, бабахало. Вот одна... Тут 6 воронок. 6 воронок. То есть кассетная была. Тут вторая там. Вон иди на асфальт посмотри. ООН сообщает, что с середины апреля 2014 года на Донбассе по 3 февраля этого года 5358 человек погибли и более 12 тысяч получили ранения. Александр Касаткин. Настоящее время. Западная пресса тем временем строит догадки, чем могут закончиться переговоры нормандской четверки в Минске. Мнения разнятся, журналисты сходятся в одном: атмосфера вокруг саммита напряженная. Однако, например, обозреватель Bloomberg Леонид Бершицкий считает, мирное соглашение не за горами. США помогают союзникам, вручив им кнут, тезис о возможной помощи оружием Киеву, наряду с пряниками для Путина в виде территориальных уступок. Газета листала моя коллега Екатерина Кочкина.
России следует забыть о Ялте и посмотреть в лицо фактам в Минске. Так озаглавлена колонка политолога Владимира Рыжкова в Moscow Times. Возвращение к методам, используемым во времена Ялтинской конференции, невозможно. Мир с тех пор необратимо изменился. В частности, в отличие от событий 70-летней давности, сегодня нельзя игнорировать желания людей. Предварительное мирное соглашение по Украине достигнуто. Подобные сообщения появились на сайтах российских и белорусских новостных агентств. В «Нью-Йорк Таймс» проанализировали поступающие новости, но так и не смогли выяснить наверняка, что готовят Украине минские переговоры. Украинская сторона настаивает на том, чтобы новое соглашение основывалось на уже подписанном в сентябре, призывавшем к прекращению огня и выводу тяжелой техники. Господин Путин и лидеры непризнанных республик, судя по всему, пытаются договориться на основе последних успешных наступлений сепаратистов, сообщает издание. Если в Минске и достигнут перемирия, Путин не будет его соблюдать. Об этом пишет колумнист Forbes. Даже если российский президент и будет ему следовать, соглашение о прекращении огня само по себе обеспечит лишь еще один замороженный конфликт. Президенты просто так в Минск не поедут, сообщает российское информационное агентство «Слон» со ссылкой на источник Reuters в российских дипломатических кругах. По информации агентств, источник оценил вероятность успеха переговоров в 70%. Тем временем политики и журналисты продолжают обсуждать исход переговоров в социальных сетях. Политолог Ян Бремер, цитируя слова Лаврова о том, что восстановление контроля украинской власти над границей пока просто нереалистично, замечает, что это значительно усложнит мирные переговоры. «Я еще не видел, чтобы русские отдавали территории добровольно». Запад понимает, что цель Путина вовсе не Украина. Путину нужен статус Сталина, пишет в своем твиттере Станислав Белковский. «Мы требуем остановить огонь, закрыть границу, вывести иностранные войска. Им здесь нечего делать. Президент Украины Петр Порошенко намерен на переговорах требовать мира без дополнительных условий». Итак, встреча в Минске. Меркель, Оланд, Порошенко, Путин. Беларусь давно не видела таких представительных делегаций. Как стоит трактовать все дипломатические маневры последнего времени вокруг ситуации в Украине? Моя коллега Шахида Якуб поговорила с политическим обозревателем Брайаном Уитмаром. Сейчас идет очень большая игра. Россия играет на несколько фронтов. Донбасс – это только один из этих фронтов. И да, в Минске я боюсь, что они будут просто обсуждать какие-то мелочи. Вот, как широкий будет буфер, кто будет получать какой территории. Будет на линии первые Минские соглашения сентября или будет где фронт сейчас. Это важно, естественно. Для людей, которые там живут, это очень важно. Но в большом картинке это не важно. Но Россия сражается на несколько фронтов. А что такое Донбасс для России? Это не цель. Донбасс это не цель, это только средство, что Россия собирается использовать, чтобы получать, что они хотят. А что они хотят? Что они хотят, это, как они называют, федерализация Украины. А зачем нужна России федерализация Украины? Федерализация что это такое? Это очень демократическое слово, да? Но это на украинском контексте это не очень демократическое слово. Это просто средство для России обеспечить хаос на Украине. Что самое страшное для России? Это что этот конфликт регулирован как в Грузии. Как будет сепаратистские анклавы, как Донбасс, как Абхазия, Южная Осетия в Грузии. И влияние России будет ограничено в этом маленьком сепаратистском анклаве. Остальная сторона может продолжаться на свой прозападный курс, на свое прозападное направление. Россия не хочет грузинский вариант на Украине. Россия хочет, они называют это федерализацией, я считаю, что они хотят ситуацию, которая похожа на Боснию и Герцеговину. Вот это центральное государство, которое вообще ничего не имеет делать. Но Украина это тоже средство. А что Россия хочет на самом деле? Они хотят переписать, переделать все международный порядок после холодной войны. Они хотят сфер влияния в бывшем Советском Союзе. Понимают ли, если то, что вы говорите, есть правда, то понимают ли это страны Запада, Европейский Союз, та же самая Меркель, Оланд, Обама? Я думаю, что они понимают, и они не знают, что делать, чтобы остановить это. Что происходит сейчас, я думаю, что играет как старая игра «Добрые и плохие сновидения». Боюсь сейчас, что Путин просто не реагирует на никакие угрозы. Это «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Де-факто США в минских переговорах участие не принимают, но идеи и мнения Вашингтона и его союзники на саммите, понятно, учитывают. Наташа.
Да, Сергей. Барак Обама говорил вчера по телефону с лидерами Украины и России. В беседе с Петром Порошенко он выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей Украины и подчеркнул, что США твердо намерены сотрудничать с зарубежными партнерами, чтобы обеспечить Киеву финансовую поддержку в период проведения реформ. В разговоре с президентом России Обама призвал Владимира Путина использовать возможность мирного разрешения конфликта. Он также отметил, что если Москва продолжит агрессивные действия в Украине, в том числе отправку войск, вооружений, финансовых средств в поддержку сепаратистов, то цена, которую ей придется заплатить, будет расти. Кстати, интересная деталь на полях большой дипломатии. В интервью сайту BuzzFeed Обаме был задан вопрос по поводу личной роли Владимира Путина в ухудшении отношений между США и Россией. Американский президент ответил буквально следующее, цитата. «Я не хочу проводить психологический анализ господина Путина. Скажу только, что он во многом застрял в советском прошлом. Я думаю, что он смотрит на проблемы с перспективы холодной войны, что он упустил возможности для того, чтобы диверсифицировать экономику России, укрепить отношения с соседями и представлять нечто иное, нежели агрессию в старом советском стиле». Конец цитаты. С нами на связи директор Международного центра обороны и безопасности в Таллине, бывший американский дипломат Мэтью Брайза. Мэтью, здравствуйте. Доброе утро. Можно ли назвать сегодняшний саммит в Минске последним шансом? Стоит ли ожидать каких-то резких изменений в политике западных стран, если участникам встречи не удастся договориться? Я не бы сказал, что это является последним шансом. Наоборот, я думаю, что это может быть первым шагом серьезных переговорах. Потому что до тех пор я считаю, что президент Путин не считает западными лидерами серьезными. Он думает, что он может разделить и царить под ним. И тот факт, что несмотря на то, что он еще не выполняет условия так называемого Минского договора из сентября, что они приехали в Москву для того, чтобы вести переговоров, это значит, из его точки зрения, что они более готовы пойти на компромисс, чем он. И если эти переговоры сегодня закончатся без соглашения, по-моему, это, как я сказал, начало серьезных переговоров. Мэтью, в эти дни вообще очень много всяких конспиративных теорий гуляют по интернету, в частности, Третья мировая. К чему реально готовятся западные политики, и спецслужбы, службы безопасности? Но я надеюсь, что они все приготовятся к тому, чтобы сейчас могут быть серьезные переговоры с президентом Путиным, по которым Запад покажет и будет показывать, что цена, как президент Обама сказал, цена на эту агрессивность просто будет расти. Это значит, что никто на Западе не приготовится к Третьей мировой войне. Но с другой стороны, НАТО приготовится для того, чтобы защищать себя, особенно в Прибалтике, против агрессивности просто возможной России. Но если этот кризис продолжается, может ли Запад рассчитывать на продолжение сотрудничества России, например, по таким вопросам, как Иран? Обама вчера говорил об этом в интервью. Конечно, что да. Россия сейчас сотрудничает по этим делам не из-за того, чтобы Запад был веселым. Россия сотрудничает потому, что такое сотрудничество в интересах России. Эти интересы, что касается Ирана или ISIL и так далее, они не изменяются из-за того, что происходит на Украине, честно говоря. Спасибо. С нами на связи по скайпу был Мэтью Брайза. Два вашингтонских политолога, Сэмюэль Чарап и Джереми Шапиро, опубликовали статью, в которой предупредили, что стремление Обамы придерживаться так называемого среднего пути, золотой середины, во избежание новой холодной войны все равно к ней приведет. По мнению экспертов, президенту США придется принимать решение либо в пользу сотрудничества с Россией, а это исключает предоставление Украине оружия, либо идти на уступки американским ястребам. Комментарий Сэмюэля Чарапа, старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований. Пример того, о чем мы пишем, о том, как неизбежно этот средний путь не может долго жить, очень показательное давление на администрацию со стороны Конгресса по поводу поставки оружия. То есть эти политические, это политическое давление, чтобы окончательно ссориться с Россией, очень сильный. И долго держится Обама, по-нашему, не сможет. Но что касается самого вопроса,
во-первых, понятие оборонительное оружие — это такое, наверное, условное понятие, но если по сути, то мне кажется, что данный шаг не приведет к скорейшему урегулированию этого вопроса и скорее приведет к эскалации на местах, чем к разрешению даже военных аспектов кризиса. То есть, чего мы хотим достичь таким образом? Чтобы украинцы больше русских убивали в ходе войны, мне кажется, что это не приведет ни к чему хорошему. И совсем другие темы. В Таджикистане настоящий бум по изучению китайского языка. Подробнее наши коллеги из Праги. Сергей? Да, и это неспроста. Китай тратит десятки миллиардов долларов на создание торгового коридора из Поднебесной в Европу. Про новый логистический проект уже говорят «Новый шелковый путь». Баратали Назаров. Подробнее. Это урок китайского языка в Центре культуры и изучения языков имени Конфуция при Таджикском госуниверситете. Здесь преподают учителя из китайских вузов. Желающих обучаться в центре намного больше, чем возможностей у организаторов курсов студентов принять. Вначале мы организовали 2 группы по 50-60 человек. А сейчас у нас обучаются до 400. У нас нет мест. Учителей тоже не хватает. Ашурали Тошев уверен, что знания, полученные за 1,5 года обучения в этом центре, помогут ему найти работу на родине или, может быть, в Китае. Мать Ашурова говорит, она посоветовала сыну изучать китайский язык для того, чтобы в будущем он мог найти хорошо оплачиваемую работу на родине. У нас много китайских и совместно таджикско-китайских компаний. Я посоветовала сыну изучать китайский для того, чтобы в будущем ему не нужно было уезжать в Россию на заработки. Центр имени Конфуция при Госуниверситете в Душанбе действует уже 5 лет. Он создан по одной из программ Шанхайской организации сотрудничества, в которую помимо Китая входят Россия, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Сотрудничество в рамках этой организации дало возможность увеличить объем торговли между странами региона, способствовало увеличению китайских инвестиций в таджикскую экономику. Китай инвестировал в создание торгового коридора из Китая в Европу, так называемый «Новый шелковый путь», десятки миллиардов долларов. Китай подписал договор о сотрудничестве с Казахстаном на 30 миллиардов долларов, с Узбекистаном на 15 миллиардов долларов, с Туркменистаном на 8 миллиардов. Китай предоставил Таджикистану кредит на 1 миллиард 200 миллионов долларов, Кыргызстану на 1 миллиард долларов. Во время последней поездки в Таджикистан осенью прошлого года китайский лидер Си Цзиньпин обещал, что инвестиции КНР в экономику нашей страны составят 6 миллиардов долларов. Таджикские чиновники утверждают, эти инвестиции дадут возможность открыть в Таджикистане десятки новых предприятий и создать тысячи рабочих мест. Но немало людей в Таджикистане смотрят на проезжающие китайские грузовики и говорят, эти дороги китайцы строят в первую очередь для себя и для перевозки своих товаров. Когда речь заходит о рабочих местах, они говорят, китайцы привозят своих рабочих, которые вряд ли вернутся домой, когда проекты в Таджикистане будут выполнены. ООН создали после Второй мировой, чтобы подобные войны не повторялись. Однако сегодня организацию все чаще упрекают в том, что она не справляется с вызовами настоящего времени. Вновь передаем слово в Вашингтон. Коллеги, эфир ваш. Да, Сергей, в штаб-квартире ООН в эти дни проходит выставка, цель которой предложить посетителям задуматься о том, что может сделать международное сообщество, чтобы избежать преступлений против человечности в будущем. С нами на прямой связи из студии ООН наш корреспондент Виктория Купчинецкая. Вика, действительно ли можно надеяться, что такая отдельная выставка поможет людям не повторять ошибок прошлого? Ну, Наташа, это очень сложный вопрос. А действительно, здесь в Организации Объединенных Наций все время говорят о необходимости решения военных конфликтов дипломатическим, мирным путем. Но это удается далеко не всегда. Мы знаем, что ООН не смогла, например, предотвратить геноцид в Руанде, не смогла предотвратить югославские войны. И вот сейчас украинский конфликт. Совет Безопасности собирался по этому конфликту несколько десятков раз, но безрезультатно. Однако вот кураторы музея Яд Вашем, которые привезли сюда в ООН эту выставку, все-таки надеются, что человечество может учиться на собственных ошибках.
Авторы выставки под названием «Как это было возможно» из израильского музея Яд Вашем показывают свидетельства. Свидетельство того, как с 1933 по 1944 годы один народ в Европе подвергался гонениям, дискриминации, и 2/3 были полностью уничтожены. Но если в эти фотографии внимательно вглядеться, реальные страшные истории человеческой жизни оживают. Доктор Менгеле производил над нами опыты. Нас раздевали, измеряли длину наших конечностей, наши рты, носы, лбы. Нам закапывали в глаза странное лекарство. Некоторые из нас от него наполовину ослепли. Менгеле специально заражал раны, чтобы развивалась гангрена. Прямого ответа на вопрос, как такая жестокость была возможна, выставка в ООН не дает. Много было человеческих факторов, которые позволили этому произойти. Например, общий настрой общества против евреев, страх, апатия, конформизм. Многие люди просто делали вид, что не замечали, когда ужасные вещи происходили с их соседями. И мы хотим, чтобы посетитель выставки задумался, какие ужасные вещи могут произойти сегодня, если я не вмешаюсь. В ООН прибегают к высокой дипломатии, чтобы остановить войну в Украине и помешать тирании исламского государства, но пока безрезультатно. Однако здесь верят, что уроки прошлого могут научить людей терпимости и уважению к другим национальностям, культурам и религиям. Мой отец, еврей, который всю жизнь прожил в Иерусалиме, посвятил свою жизнь тому, чтобы перевести Коран на иврит. Он верил в важность Корана и культуры вообще для всех потомков Авраама. И я, как сын своего отца, верю, что ни евреи, ни христиане не находятся в состоянии войны с исламом. Несмотря на усилия ООН за последние десятилетия, экстремизм продолжает шокировать человечество. Убийство карикатуристов журнала «Шарли Абду», расправы ИГИЛ над заложниками и журналистами. Борису Фельдману 95 лет. Во время Великой Отечественной войны он был в гетто, а потом воевал с фашистами, закончил войну в Восточной Европе. Он вспоминает, что победа в войне принадлежала многим нациям. У нас не существовало нации, у нас был советский народ, который воевал, и все. И мы даже не знали, в окопах сидели рядом, и были там и киргизы, и туркмены, и кто там был. Мы никогда не интересовались этим. Лауреат музыкальной премии Грэмми Мири Бен-Ари посвятила несколько своих сочинений памяти о Холокосте. Я считаю, что Холокост имеет прямое отношение к тому, что происходит сегодня. Он тоже начинался с фанатизма, ненависти, отсутствия терпимости. Если мы не научимся связывать прошлое, настоящее и будущее, мы будем повторять наши собственные ошибки. И сегодняшние конфликты могут принять катастрофические масштабы. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Дороги – одна из бед постсоветских стран, и Молдова не исключение. Мы снова возвращаемся в Прагу. Так и есть. Если молдавские автотрассы на фоне евроинтеграции стали модернизировать, то в столице продолжают латать ямы. Европейский инвестиционный банк приостановил первый транш кредита Молдове в 3 миллиона евро. Причина – банковский кризис в стране. Деньги планировалось направить на ремонт центральных улиц Кишинева. Наш корреспондент в Молдове. Больше 20 лет Петру работает водителем маршрутки в Кишиневе. Когда-то это занятие было прибыльным, но с каждым годом пояса приходится затягивать. Топливо дорожает, местные власти то и дело удлиняют маршрут. За аренду микроавтобуса приходится платить, а тут еще и постоянный ремонт машины. Мы работаем бесплатно. Машины старые. А что поломалось? Рессоры, ремни, ролики, сцепление. Александр тоже водитель маршрутки со стажем. С недавних пор столичные власти пустили пассажирские микроавтобусы по второстепенным дорогам, которые не ремонтировали десятки лет. Так что объезжать глубокие ямы теперь приходится чаще. Конечно, это ненормально. Кому нравится по ямам ездить? Вот сегодня у нас на конечной остановке приехали рабочие, залатали яму. Но только одну, а их-то колеса портятся, да все ломается. Пассажирам тряска тоже не в удовольствие, но деваться некуда. Дороги в ужасном состоянии. Думаю, около 60% всего дорожного покрытия очень плохое. В Европе дороги намного лучше наших. Вадим Петров на днях сменил старый автомобиль на хоть и поддержанную, но хорошую иномарку. С такими дорогами покупать машину в салоне мужчина не решается. А когда машины по дороге вот так вот виляют, ты объезжаешь яму, ты мешаешь другому, ты не успеваешь увидеть. А вот на всяк ремит даже вот здесь.
Не первый год кишиневские власти обещают восстановить 3 центральные улицы. На эти цели Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделил Молдове кредит в 11 миллионов евро сроком на 10 лет. Однако перспектива кишиневцев ездить и ходить по хорошим дорогам пока остается сумрачной. Банк, в котором у кишиневской мэрии открыт счет, столкнулся с финансовыми трудностями и ввел режим специального управления. Поэтому пока вопрос предоставления кредита подвис в воздухе. Это «Настоящее время». Смотрите далее. По данным ООН, десятки миллионов человек в мире стали товаром. Их продают. Они жертвы торговли людьми. Подавляющее большинство при этом в сексуальном рабстве. Наташа, эфир ваш. Да, Сергей, эта проблема не обходит стороной США. В то время как во многих штатах действуют законы по борьбе с торговлей людьми, в некоторых штатах торговцы людьми занимаются этим практически безнаказанно. О том, как одна бывшая жертва сексуального рабства борется с этой международной проблемой, репортаж Ануша Витисян. Рабство 21 века. Так на недавних слушаниях в американском Сенате охарактеризовали торговлю людьми. Многие американцы будут удивлены, узнав, что в мире до сих пор существует рабство. Однако работорговля происходит и здесь, в Соединенных Штатах, подчеркнул сенатор Боб Коркер. Мужчина, с которым я общалась по телефону в течение 2 недель, рассказывал, что поможет мне стать моделью в Лос-Анджелесе. Я убежала с ним из дома. Вместо этого он отвез меня в Атлантик-Сити и заставил работать проституткой. Холли тогда жила в небольшом городке в штате Нью-Джерси. В 14 лет она, будучи ученицей 8 класса, по ее собственным словам, заниженной самооценкой, познакомилась в торговом центре с молодым мужчиной. Он обещал ей славу и обеспеченную жизнь модели, но на деле оказался профессиональным сутенером. Он был молодым, стильным, похож на старших братьев моих друзей. И когда он позвал меня, я на самом деле почувствовала себя особенной. В США самой уязвимой группой являются нелегальные мигранты и подростки в возрасте от 12 до 14 лет. У них обычно большие мечты и амбиции, а это то, чем пользуются торговцы людьми. Ежегодно жертвами сексуального рабства становятся более 100 тысяч американских подростков. Сутенеры называют школы буфетом жертв, а социальные сети стали инструментом их поиска и продажи. Холли вспоминает, что в 1992 году, когда ее заставили заниматься проституцией, интернет был развит слабо, и единственным местом поиска клиентов была улица. Это и стало ее спасением. Офицеры полиции заметили ее и арестовали. Мне было невыносимо сложно именно после ареста полицейскими. Мне было стыдно. Все говорили со мной с осуждением. В своей книге «Ходячая жертва» Холли Смит выступает за то, чтобы полицейские, социальные работники и родители жертв получали необходимую подготовку для оказания помощи жертвам сексуального рабства. Иронично, говорит Холли, что она живет в единственном штате США, в котором до недавних пор не было закона, наказывающего за работорговлю. Заинтересованность жителей и местных организаций Вирджинии способствовала тому, что делегаты штата донесли точку зрения своих избирателей до Сената. На прошлой неделе Сенат принял закон, согласно которому в штате Вирджиния торговля людьми является уголовным преступлением. Вирджиния – один из 12 штатов с наиболее высокой статистикой по работорговле. Наша задача заключается в том, чтобы законы, которые наказывают работорговцев, направляли ясный сигнал всем преступникам. Мы не спим, нас волнует судьба нашего общества. Только так можно остановить работорговлю в нашем штате. По мнению Холли, в то время как закон защищает ее безопасность, ее задача заключается в том, чтобы как можно больше школьников узнали о ее негативном опыте и не стали легкой жертвой работорговцев. Ануша Витисян, Дмитрий Шахов для программы «Настоящее время», Вашингтон. Наш эфир подошел к концу. Над ним работали «Голос Америки» в Вашингтоне и «Радио Свобода» в Праге. Смотрите, читайте нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до следующего эфира. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов. Настоящее время вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.